блогосферы на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, в эфире программа «Блог-аут». В студии руководитель Всероссийской школы блогеров Евгения Куцуева, а продюсер и режиссер Михаил Калинин. Мы работаем в прямом эфире. Телефон +7 927 304 10 51. А это для сообщений в WhatsApp и Telegram. И 216 35 44 для работы в прямом эфире. Вы можете нам по нему позвонить. Сегодня наш гость — это журналист, неравнодушный уфимец Марат Гореев. Приветствую, Марат. Здравствуйте. Добрый день. Чем запомнилась нам предыдущая неделя? Зачем мы позвали Марата? Зачем мы позвали Марата? И почему я неравнодушный? И почему ты неравнодушный? Долго обсуждалась тема установки турникетов в общественном транспорте города Уфы. Мы обсуждали эту тему в прошлом нашем эфире. Станислав Сырыгин, автор поста, который набрал более полусотни репостов, в итоге высказался об этом. Его поддержали Владимир Кобзев, Павел Степанов. И Владимир Кобзев записал видео, где раскрыл схему того, как работают в этой сфере, что предлагаемое решение вопроса, оно не просто ненужное, но оно еще такое с коррупционогенным фактором. Марат написал свой пост на эту тему, состоящий из одного предложения, и в итоге этот пост набрал сколько, Михаил, комментариев? 117 комментариев, 47 лайков, из них 31 палец вверх, 10 ха-ха, 4 сердечка, 2 ухты и 1 плачущий смайлик. В общем, кому-то стало грустно после этого поста. Олегу Арабину стало грустно. Олегу Арабину. Я не знаю, кто это, но, наверное, Марат знает этого человека. Марат, про что был пост? Турникеты вы не так еще загрустите, если, конечно, поставить. Когда я начал писать этот пост, я думал, что это будет шуточный пост. Но буквально через секунду сразу я понял, что тут на самом деле не до шуток, потому что это действительно, Марат, как я написал, так оно и было. Дословно, что вы написали? Я написал то, что я сейчас и не помню. Владимир Кобзев? Один Кобзон делает для пользы для города больше, чем целый весь такая грамматическая у меня конструкция, чем весь целый штаб Навального. Шуточный пост, кого-то он позабавил, кому-то он показался серьезным, кому-то еще что-то, а у кого-то, судя по комментариям, вы это все видели, даже что-то и порвало. Как-то так, да. Не только я неравнодушный городу, но, оказывается, еще и Давайте посвятим в курс дела тех, кто внимательно не следит за новостями блогосферы и уфимского сегмента Фейсбука. Давайте спросим Марата, почему он так считает? Да, обязательно спросим. Просто на что был ответ. Владимир Кобзев после того, как опубликовал этот пост и рассказал про эту схему, через день после этого исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Фарич Хабиров сказал, что он поменял свое решение относительно турникетов и не будет их в Уфе, и предложил Владимиру войти в экспертный состав. Таким образом, он обратил внимание на блогосферу. После этого Володю стали называть, не знаю как, лидером демократии. Главным блогером Башкирии. На самом деле он всегда главный блогер Башкирии, если уж на то пошло. Но почему такая реакция, Марат? Ты ожидал, что будет такая реакция на твой пост и те комментарии, которые были внутри? Ведь там сошлось не на том, что нужны нам турникеты. Вообще, ты именно это имел в виду, Марат? Что теперь, когда мы точно знаем, что Кобзона читает в Рио, то теперь Кобзон делает больше. Или ты имел в виду вообще всю деятельность Кобзона за его приход в Facebook? Нет, я вообще ничего не имел в виду. Я имел в виду одну конкретную вещь. Есть проблема. Турникеты. Данная проблема очевидна. Если бы их установили, это была бы действительно проблема. Есть проблема, есть решение этой проблемы. То есть человек долбил, но неважно, несколько человек долбили, у которых более-менее аудитория хорошая, Кобзон, Сарыгин или как его. Долбили наконец. И Ради Фаридович обратил внимание не на блогосферу какую-то такую аморфную, да, он обратил внимание конкретно на проблему и на то, что эта проблема действительно имеет общественное значение. Она действительно есть. И эта проблема сейчас решится. Почему в этой связи вы упомянули штаб Навального?
Ну, я вообще не Они равнодушен. долбили эту проблему или, Нет, они или эту не проблему, долбили? насколько я знаю, не долбили. И, Именно это показалось вам странным да и нет, подозрительным? Не это показалось. Да просто вот, понимаете, вот есть штаб Навального, да, есть... Который отвечает за официальную оппозицию, вы это имеете в виду? Да нет, ну, чего перебивать, не даете договорить. Есть штаб Навального, есть какие-то последователи этого политика, которую я уважаю, и деятельность его, в принципе, уважаю, несмотря на многие вещи, но есть наши местные последователи, которые, ну, вот эту деятельность, во-первых, дискредитируют. Все помнят этот вот видеофильм, позорный какой-то, да, полет гнездом кукушки. Вот. Ну, то есть, если вот говорить о результативности, есть вот это вот общественное движение, штаб Навального, которое постоянно что-то хочет делать, обращает какие-то внимание на какие-то проблемы, результативности ноль. А тут Володя написал, есть да почему здесь Володя? Просто есть люди, которым неравнодушные уфимцы, которые долбят и добиваются Марат, этого. извините, я все-таки вас перебью, это моя работа. Смотрите, вы говорите об одной замечательной вещи, но ставите между ними знак равенства. То есть оппозиция, на которую ссылаться вообще-то государственный чиновник, в общем-то, наверное, не должен, потому что она не системная, и там по ней есть вопросы. А есть условный блогер, который занимается общественным мнением, который и отражает это общественное мнение. И вот на этом только вы делаете вывод, что сослался на него в Рио? Или все-таки, смотрите, какие-то результаты реальные происходят? Вот сослался в Рио, а дальше у нас турникеты появятся или не появятся? Я думаю, нет. Вы знаете, Надеюсь, вот я внимательно слушаю, вы знаете, в студии у нас сейчас такая атмосфера. Да. Вот прям такая. Вчера в информационном агентстве Башинформ Электрогазета проводила круглый стол на тему противостояния коррупции. Обсуждались два момента, в том числе вопросы задержания бывшего вице-премьера Евгения Гуриева. И второй обсуждался момент как раз-таки вот этот вот пост Кобзона и ответ в Рио главы. Так вот, я считаю, что чем показательна эта история? Раньше Хабиров не отвечал никому. Один раз ответил Раису, что вы еще будете по Куштау кататься на лыжах так же, как и катались. Сломаете еще лыжи. Да, ну было такое, да. Еще сломаете, еще ваши внуки сломают лыжи. Вроде так было. Вот. И в этот раз, несмотря на то, что вот пишут очень много людей, говорят об этом СМИ, на круглых столах, то есть говорят, турникеты — зло, не надо. И тут, ну да, турникеты — зло, не надо. Я вчера задала этот вопрос, я говорю, а вы до поста и до ответа не понимали, что их не надо устанавливать? Но там же еще на самом деле непонятная реакция Гостранса, потому что там следующим последовал комментарий, что не уверены. Я, перебил, у них совершенно понятная реакция, они непонятно почему, они вот все-таки хотят их поставить, хотя уже опыт. Может быть, купили уже просто? А может, и купили. Куда может, их теперь может, девать? потратили, может, кому-то уже что-то. Вот, то есть есть опыт. Но понимаете, вот есть опыт Москвы, Подмосковья, которые попользовались, сказали, ну нет, неудобно, плохо. Нет, все-таки давайте. Вот но мы, сами понимаете, на своем собственном опыте Марат, мы должны, куда да. как бы вот клоним все это, к чему мы клоним? Да, мы хотим сказать, вот есть, вернее, я хочу сказать, не знаю, что думает по этому поводу Евгения, я хочу сказать, вот есть мнение разных блогеров, которые обращаются, пишут и так далее. Есть очень хороший, я думаю, тут сработал именно видеомаркетинг Кобзона, который снял все-таки видео, поработал немножко больше, чем остальные. Кстати, он снял вот как раз-таки в том формате, в котором навальнисты снимают вот эти вот расследования. Вот. Ну, они же должны были это сделать. Чего они этого не сделали? Почему вот в чем претензия. Я понял. В чем претензия к Навальному, я понял. Но... Да не к Навальному. К Навальному у меня нет претензий. У меня претензия к местным деятелям, которые позорят, в принципе, вот вообще все. Если я правильно понимаю всю эту историю, что мы сейчас обсуждаем, вы говорите, что тему, вот эту трендовую, хайповую, важную для уфимцев, должна была бы поднять вот как бы вот эта структура, штаб. Я не говорил, что должна. Эта тема уже давным-давно, скажем, на повестке, да, медийной повестке. Ну, а вот наши оппозиционеры почему-то вот как-то вот халатные оказались. Ну, я не соглашусь. Например, тема с Сибаем, и у нас Лилия была в эфире. В тот момент, когда туда никто не поехал, они поехали, и вот эти газоанализаторы взяли и показатели сняли. А Кобзон же был в Сибае? Не знаю. Не знаете? Не знаете, был Кобзон в Сибае? Без понятия. Вот интересный, да, момент. Вот мне кажется, что ключевой момент все-таки вот привлечения внимания к твоему посту, да, Марат, состоит, наверное, все-таки в том, что именно в Рио заметил Кобзона. Ведь смотри, мы не знаем, был ли Кобзон в Сибае. Ты был, Навальный, ребята Навального были, да?
Про Кобзона мы не знаем, он эту тему не поднимал. А сейчас одна из тем, которую в том числе поднял Кобзон, на него обратил внимание в Рио, и мы сразу поняли, что именно Кобзон молодец, именно Кобзон решает вопросы, и именно Кобзон должен все темы освещать, которые нужно решать. Очень хорошо. А я предлагаю нам сменить тему и поговорить еще об одном, о том, какие у нас появятся дороги к 15 июня. На заседании правительства в понедельник Ради Хабиров очень оптимистично заявил о том, что к 15 июня этого года, подчеркиваю, этого 2019, в республике не останется ни одной ямы. Вообще ни одна. Потому что все они будут сделаны, и поможет этому приложение «Дорожный эксперт». Правда, дело в том, что в чем суть приложения? Ты фотографируешь яму, добавляется геолокация, эта информация поступает дорожным службам, а ямы там латаются, и у нас отличные дороги. В общем-то, все очень хорошо, и вот тот самый... На словах хорошо. Тот самый интерактив, который, ну, наверное, у каждого появилась своя персональная яма, за судьбой которой можно следить, можно там не следить. Я знаю, что, Марат, ты пробовал пользоваться этим приложением. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Вот как ты думаешь, это действенный инструмент или... Ну, в эфире материться нельзя, поэтому я попробую немножко как-то, да, более-менее цивилизованно рассказать. Нет, приложение на самом деле ужасное. То, что его не приняли и сказали, тоже комментаторы говорят, то, что оно не... Очень важный показатель. Смотрите, когда я скачивал приложение, там любое приложение, когда скачиваешь, в Play Market указано, сколько скачиваний. Там написано указание, можете посмотреть, любой прямо сейчас может зайти в Play Market и посмотреть, скачиваний больше 10. Больше 10? Скачивания нет вообще. Кто еще 9 человек, кроме Кто вас? эти 9 человек? Ну, Мухаметьянов, его заместители, наверное, да, может быть, Парчаковская, которая говорила на первом, да, тестировщики один, не больше, программист, который писал. Вот, то есть, смотрите. Все свои? Все свои. Во-первых, этим приложением большинство людей при всем желании пользоваться не смогут, об этом я чуть попозже расскажу. Смотрите. 1 апреля, по-моему, Парчаковская говорила, когда характеризовала это приложение, говорила... Это заместитель Башинформа, заместитель. Да, точно должность не знаю. Да. Говорила, какие некоторые косяки, которые, на ее взгляд, она заметила. Действительно, вы фотографируете какую-то яму, и для того, чтобы отправить, вы выбираете из галереи, как это обычно, вот, но нет просмотра. Там есть маленькая такая превьюшка, но нормальной фотографии нет. Это действительно очень неудобно. В принципе, скажем, для приложения в 2019 году, в 21 веке, это не очень, да? То есть приложение не для пользователя, а приложение вообще. Это первый момент. Второй. Вы не сможете, то есть большинство людей, у которых более-менее нормальные, хорошие смартфоны, по цене там больше 10 тысяч рублей, то есть сейчас подавляющее большинство смартфонов имеют нормальные фотографии, фотоаппараты, вы не сможете пользоваться этим приложением, потому что оно не может отправлять фотографии, которые тяжелее 10 мегабайт. То есть наша яма будет слишком большая, фотография будет слишком тяжелая и не а может быть, не для вас, Xiaomi, не для вас приложение, может оно для более бюджетных людей, которые ходят то есть, если вы хотите свою яму, у вас есть яма? У меня есть персональные 4, я их нашла. Вот, для того, чтобы эти 4 ямы отправить куда-то эти 4 ямы, вам нужно купить смартфон какого-то позапрошлого поколения, 1000 за 1,5 рублей. Вот, это один момент. Дальше, смотрите, насколько я знаю... Марат, я вот хочу немножко вас перебить все-таки. Смотрите, получается ситуация вот такая, да, вот вы... Вечно недовольные жители города Уфы. Вот вам сделали первую версию, да? Вот хотя бы какой-то повод дали. Вместо того, чтобы научиться пользоваться, купить подешевле смартфон, научиться как-то придумать, как загружать. Извините, вам Телеграм отрубают, Сам да? залатай свою яму, давай, вам продолжай. Нет, вам отрубают Телеграм, вы находите 1000 способов, как им пользоваться. Вам тут дали приложение еще несовершенное, как это нормально, выкатили на рынок продукт, да? Вместо того, чтобы сказать, о, классно, а давайте мы еще место, чтобы куда фоткать неубранные помойки, непроотремонтированные подъезды, загрязнение окружающей среды и так далее. Вместо вот таких качественных требований, да, вы говорите, у меня не получается пользоваться. Ну, ребят, учитесь, развивайтесь, придумывайте, допрограммируйте, требуйте открытого кода. А вот по поводу программирования, знаете, вот насколько я знаю, Хабиров дал поручение счетной палате там разобраться, посмотреть, сколько и как вообще эти деньги на приложение, вроде бы так было, да, посмотреть, как были использованы эти деньги, которые
на приложение. Вот тот, кто более-менее разбирается, хоть чуть-чуть, он поймет, о чем идет речь. Когда скачиваете это приложение, когда смотрите вот этот интерфейс и так далее, такой, знаете, по какому принципу сделали это приложение. Слушай, у тебя же сынок, пятиклассник, там что-то в компьютерах разбирается, пусть нарисует приложение, а? Вот по такому примерно принципу. Надо было быстро, 1 апреля успеть, а как вы хотите? Тендер, что ли, проводить? Полгода. Приложение, для того, чтобы сделать приложение, достаточно, смотрите, неделю тех заданий подготовить и согласовать со всеми, неделя нарисовать приложение, примерно месяц для того, чтобы прописать его в Apple и в Android, в iOS и в Android, ну и максимум месяц для того, чтобы их замечания, которые будут устранить. Я это не придумал. Я, когда работал в одном красивом городском телеканале, мы тоже делали приложение. То есть у вас есть опыт, и вы вот оцениваете производство на достаточно низком уровне. А вот там вот в приложении есть где проголосовать. Вы сколько звездочек поставили этому приложению? А я не ставил еще звездочки, потому что для того, чтобы поставить звездочку, нужно полностью этим приложением попользоваться. Но я не могу им попользоваться, потому что он не дает мне фотографию. А давайте я задам вопрос на миллион. Давайте. Кстати, вот красная цена вот этому приложению 10-20 тысяч рублей. Если кто-то смотрит из счетной палаты, обратите внимание. А стоимость приложения? Я не знаю. Ребят, почему мы обсуждаем приложение для фотографирования ям, вместо того, чтобы дорожные службы просто положили нормальный асфальт без вот этого псевдосетевого взаимодействия с людьми? Зачем мне фотографировать яму? Есть службы, которые отвечают. Вот сейчас все, кто слушает за рулем, передаю привет таксисту, который меня вез, он прям переключил на «Эхо Москвы». Вот все, кто ездят, им что, надо, чтобы их фотография, их ямы была где-то? Да. Им нужны дороги, нам нужны дороги. За это есть ответственная Евгения, служба. ты не понимаешь. Вот ответственный у нас есть за все. У нас, в принципе, невозможно... У нас, по-моему, безответственные только за все есть, ответственных нет никого. У нас есть специальные службы, люди получают зарплату и так далее. Тут другое. Вы всегда ратуете, вы, свободная пресса и блогеры, да, ратуете за обратную связь, чтобы нас было заметно, чтобы вот мы рассказываем, говорим, вот пока в Рио не обратил внимания на Кобзона, ничего произошло. А тут вам дают приложение, говорят, вот хотите мы туда добавим, чтобы еще можно было двери фотографировать, там, что вам в автобусах не нравится, автобусы фотографировать, людей, которые не нравятся, да. А вы вместо этого начинаете вот говорить, а может его вообще не надо было тратить деньги? Ну так, знаете, так мы далеко с вами зайдем. А может быть нам и Facebook надо закрыть? Вот еще неизвестно, понимаете, что важнее. Давайте так. Предложили формат, давайте научимся им пользоваться грамотно. Вот грамотно выкатил нельзя научиться пользоваться, потому Марат, что им невозможно, подготовьте список, опубликуйте этот список в Фейсбуке, поставьте, попросите Кобзона перепостить список, чего не работает в этом приложении, в Рио увидит, в Рио узнает, в Рио поймет, в Рио даст поручение наладить по этому списку, поработать, и все заработает. Понимаете, вам уже показали механизм, что вам еще нужно. Делаете, пробуете, не получается, отдаете Кобзону, Кобзон пробует, не получается, в Рио замечает, дальше все работает. Кажется, у нас теперь есть новый советник управления дорожного хозяйства. Я думаю, что это после этого эфира. Это идеально, это идеальная схема. Пусть Кобзон и дыры тогда латать. Каждый должен заниматься своим делом. Кобзон доносить информацию. Есть один кейс. Дорога, наша любимая дорога, аэропорт Уфа. Почему? На святое покусились. В общем-то, не раз. Я запомнила комментарий, который мне очень понравилось, что мы рассматриваем ее как автодорогу, а люди, которые ее ремонтируют, рассматривают ее как средство получения денег. Средства зарплаты. Правительство ее рассматривает как главную дорогу в город для всех проверяющих чиновников, федеральных структур и так далее. Мы в 2013 году, когда Хамитов еще был, поехали в блок-тур. Там была и дорожная лаборатория, и Володя. Я в руках держала тот самый инновационный асфальт. Мы потом очень сильно смеялись, когда появилась первая колея, вторая, третья, начали перестилать. И сейчас объявлен новый тендер. Я не помню точно его сумму, более 200 миллионов, на то, чтобы, догадайтесь, что сделать? 281, кажется. Где-то так. На то, чтобы еще раз заасфальтировать этот же самый участок пути. Вопрос возникает логичный. Что не получилось в предыдущий раз?
тоже что-то инновационное или уже что-то молекулярное? Я думаю, что там все то же самое, и не знаю как бы состав асфальта. Володя, я про Кобзева говорю, он писал об этом пост тогда, он писал об этом пост через год, он писал об этом пост через 2 года. Ничего он страшного, пишет об тогда этом... у нас не было в Рио, который читает... Поэтому сейчас можно отдать целую подборку, чтобы, наконец, задать вопрос, зачем тратить то же самое, если, посмотреть, почему не сработало в тот верно, раз. Евгений. Вот вы начали понимать, как работает механизм взаимодействия с Рио. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Не пытайтесь ему писать лично. Для этого есть специальный человек. Мы же Владимир узнали, Кобзев. что Ради Хабиров сам ведет соцсети. Раньше этого не было знаний. Он сам несколько раз говорил, что не сильно разбирается в технике, поэтому... Когда был человек уже разобрался. Все нормально. Да, мы поняли, разобрался, читает, все классно, поэтому отмечать его будем в публикациях больше. Нет, отмечать нужно Владимира Кобзева, еще раз повторяю, Кобзона, для того, чтобы он эту тему увидел, обратил на нее внимание. Хэштег и дальше. Кобзон, помоги. Прикольно придумал? Хорошо. Давайте посоветуем нашим слушателям. Если вам тоже нравится, +7 927 304 10 51, мы ждем ваши вопросы в Telegram и WhatsApp, а я предлагаю поговорить о той теме, которая стояла в топе Яндекса 3 дня на первых местах. Тема эта для меня близкая. Это тема Салаватского роддома. Почему близкая? Потому что именно там я и родилась, как выяснилось после постов в Фейсбуке. Там не только я родилась, но и многие мои друзья. Ныне живущие в Уфе. Да. А в чем и в Уфе, и в Москве, и вообще по всему миру? В чем смысл этой истории? Есть Салаватский роддом, он единственный, он старый, его нужно было реконструировать, пришел бизнес в эту историю, заключили вот этого, соглашение муниципально-частного партнерства, бизнес вложил деньги, но за это потребовал условия по управлению, в том числе решил сократить часть персонала, кому-то зарплату повысить, кому-то понизить, и все бы ничего, если бы не конференция Общероссийского народного фронта, на которой заслуженный врач Рошаль сказал, что это вообще-то позор, когда единственный такой объект в городе передается в частные руки. После этого ситуация завертелась в обратную сторону. Вот Марат, специалист по инвестициям, мы сейчас, кстати, об этом поговорим. Про эту тему мне тоже хочется это обсудить, как куратор проекта «Инвестирую в Башкортостан», послушать, с чем же нам предстоит работать, и тем более в свете того, что у нас новый глава корпорации развития Республики Башкортостан Раиль Сарбаев. Новый, старый? Новый? Да. Вот. Но он никогда не был в корпорации развития, все-таки на позициях на порядок выше. Вы поняли, о чем я? Естественно. Так вот, что касается Салавата. После того, как нас вдруг посетил Совет по правам человека, он выбрал Башкирию, по словам самого же Совета, по приглашению в Рио главы, и поехали, опять же, вдруг в город Салават рассказать врачам про их зарплаты. На фразе 62-66 тысяч, когда зарплата младшего персонала в порядка 21 тысячи, люди не стали спорить, не стали ругаться, не стали что-то доказывать, они просто засмеялись. Засмеялись, и эта тема вышла в федеральный топ. Об этом написали вообще все. Вот что произошло после этого? Это я сейчас логично перебираюсь к теме инвесторов. К теме инвесторов, на самом деле... Тут уже и Кобзон не поможет. Там помогали, но там история-то в чем? После того, как это все пошло, это опять же формирование общественного мнения, которое привело к реальным бизнесовым результатам, издержкам. В итоге это конституционное соглашение было разорвано. Порядок возврата средств концессионерам я не знаю. Но сам факт, что врачей просят вернуться, я не знаю, были ли они уволены после этого, но просят опять вернуться на работу. Максим Забелин говорит, что зарплаты поднимут. В общем, началась какая-то движуха после того, как люди просто посмеялись над теми официальными данными, которые им же и говорят. У нас сегодня тема про гражданское общество и про роль блогеров в создании всего этого. Вот пока у нас есть еще 3 минуты эфира, вчерашнее назначение Раиля Сарбаева главой корпорации развития Республики Башкортостан. Вы, как человек, который подготовили серию постов про инвестиции, даже писал про инвестиции.
Вот, как это оцениваешь? Ты ожидал? Никак пока не оцениваю. Нет, не ожидал. У меня некоторые недоумения это назначение вызывает. А что именно? Ну, я не знаю. Ну, как-то вот недоумение, опять-таки, что некому больше, что ли? Ну, в Красногорске. В Красногорске, во-первых. Ну, ладно. Людей. Вот эта шутка про Красногорск, ладно, бог с ней. Но неужели в Уфе, Башкирии специалистов, там, экономистов, финансистов, банкиров, инвесторов и так далее, нет никого, что ли, кто очень хорошо в этом разбирается и будет хорошо в этом разбираться? Но понятно же, что это назначение не, прежде всего, политическое, да, как мне кажется. А зачем? Нужен гарант республики под привлечение инвестиций, который будет заниматься всеми этими вопросами. А Хабиров? Ну, смотрите, каждый гарант привлечения инвестиций может быть только одно лицо. Это руководитель региона, либо руководитель страны, который, собственно, да, гарант. Ну, смотрите, я не согласен. Есть команда, она работает, есть направление деятельности, распределение ролей и так далее. То есть мы сначала говорим, а что у нас нет других людей, а потом начинаем говорить, во всем виноват Хабиров. За все должен отвечать Хабиров. Подождите, давайте по полочкам. Хабиров сказал, инвестиции нужны. Хабиров предложил кандидатуру человека, который там руководил, на минуточку, республикой в курсе всех событий, в том числе и по инвестициям, и по счетной палате и так далее. И вот ему предлагается сейчас новая роль для того, чтобы, собственно, доказать свою необходимость. Поэтому я и сказал, это назначение вызывает некоторые недоумения, да, но в этой связи, опять-таки, давайте, действительно посмотрим. Ну что же, мы посмотрим, как отразится на инвестиционном климате несколько структур: инвестчасы, создание инвестиционного совета и назначение нового главы корпорации развития. Про Кобзон помоги хотя бы хоть что-то. Обязательно обсудим за эфиром это все. Давайте мы следующую программу протестируем, сколько у нас будет таких хэштегов, и мы соберем, в общем-то, следующую программу по этим хэштегам. Как вариант, в 14:35 в следующий четверг мы вас ждем в эфире. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио Эхо Москвы.